Всем добрый день! Вас приветствует Альменова Махаббат Джаписпаевна, учительница русского языка и литературы основной средней школы номер 254 на уроке русского языка в 8 классе. Прошу всех обратить внимание на экран. Сначала давайте все друг другу улыбнемся, потому что все начинается с доброты, с улыбки. Хорошо, улыбнулись друг другу? Тогда у нас больше не будет проблем. А теперь я хочу обратить внимание вас на такие слова. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, Бог изобретатель. Это слова Александра Сергеевича Пушкина. Как вы думаете, а почему я взяла именно эти слова? Подумайте. Какова же будет тема нашего урока? Правильно. Великие изобретения. Помните, когда-то открыли метро, открыли лампочку, ручку, которую мы видим каждый день. Более позже компьютер. Значит, тема сегодняшнего урока – открытия, изменившие мир. Познакомьтесь с целями обучения в соответствии с учебной программой. Мы должны создавать тексты, интервью, послания в деловом и публицистическом стиле. А также цель урока – это определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию. А теперь смотрите на иллюстрации и слушайте текст. По навыку слушания. Самое простое и нужное изобретение. В столице индийского штата Орисса находится храм Солнца. Он имеет форму каменной колесницы, являющейся культовой символикой бога Солнца. Ее колеса – настоящие шедевры искусства каменотесов того времени. Каждая из них покрыта особым орнаментом. Изобретение колеса – это открытие, важность которого трудно переоценить. Индийское изобретение колесницы со спицами в колесах была очень быстро освоена народами Малой Азии, Египта, а затем и Европы, произвело революцию в средствах транспорта. Видите? Сначала было изобретено колесо, потом с помощью этого колеса колесница, а в наше время это превратилось в колеса наших автомобилей. А теперь посмотрим, как же мы поняли содержание этого текста. Упражнение 2 на странице 162. Сначала давайте ответим, ребята, на тонкие вопросы. А что такое тонкие вопросы? Они требуют ответов в более простой форме. Правильно? Итак, первый вопрос. В столице какого индийского штата находится храм Солнца? Правильно. Храм Солнца находится в штате Орисса. Какую форму имеет этот храм? Этот храм имеет форму каменной колесницы. Что изобрели в Индии? В Индии изобрели колесницу. Какими народами было освоено индийское изобретение? Данное изобретение было освоено народами Малой Азии, Египта и Европы. Это были тонкие вопросы. А теперь переходим к толстым вопросам. Эти вопросы требуют более полного ответа. Обратите внимание. Как вы понимаете выражение «культовая символика бога Солнца»? Так как колесо было атрибутом богов Солнца и олицетворяло цикличность жизни, перерождение и обновление. Второй толстый вопрос. Почему колеса колесницы считаются шедеврами искусства? Потому что каждая из них покрыта особенным орнаментом. Третий толстый вопрос. Почему важность изобретения колеса трудно переоценить? Трудно переоценить важность
Далее следовали невероятные открытия, новшества. Трудно даже подумать, а что бы было, если не было изобретено колесо. А теперь упражнение 3 на странице 162. Надо найти соответствия, то есть синонимы. Первый вопрос. Здание для богослужения. Церковь. Как вы думаете, что это будет? Правильно. Это будет храм. Дальше. Религиозный, то есть культовый. Третье. Исключительное по своим достоинствам образцовое создание мастера, то есть шедевры. И четвертое понятие – коренной переворот в жизни общества, то есть в соответствии с текстом здесь революция. Давайте посмотрим на свои ответы. Видите? Храм, культовый, шедевры искусства и революция. Хорошо. Посмотрите. Вот изображение храма Солнца, который находится в индийском штате Орисса. Видите изображение колеса. А вот полный обзор данного храма. Это шедевр искусства. А теперь посмотрите на данное изображение. На странице 163, упражнение 5. Самое великое изобретение. Здесь ключевые картинки. По этой картинке мы должны определить главную и второстепенную информацию. Кто такой Иоганн Гутенберг? Этот человек изобрел буквы, цифры, знаки препинания. Он сначала их изобрел из металла, а потом переделал в станок. Таким образом, Иоганн Гутенберг стал печатать в Германии тексты новым способом. Сначала это были календари и словари. Видите, какая интересная информация? Хорошо. А теперь рефлексия. Помните все новшества в нашей жизни? Например, сотовый телефон. Это тоже новинка для нас. Вот теперь с помощью СМС-сообщений путем 3М, то есть 3 интересных момента, вы будете мне отправить на телефон сообщение, что же вам было интересно, что вы узнали нового, что вам непонятно. А домашней работой вам будет творческое задание, ребята. Выберите одну из тем эссе, рассуждения. Первая тема – если бы не было телевидения, а вторая тема – если бы не изобрели сотовый телефон. Желаю вам всем здоровья и удачи. Я думаю, урок был очень полезный и интересный. Спасибо вам за внимание.